Еще совсем недавно наша олимпийская сборная привезла аж 3 олимпийские медали из Токио. И это вдохновило меня на то, чтобы сделать выпуск про спортзалы города Бишкек. Пойдемте посмотрим, узнаем, какие у них есть плюсы, чего им не хватает, ну и вообще, как этот бизнес. И начнем мы сегодняшний обзор со спортзала Strong. Он такой отличается от всех остальных, вы сейчас сами это поймете. Пойдемте увидим это своими глазами. Вот прям по парадному входу сразу становится понятно, да, какое направление. Здесь боевые искусства занимают довольно большую роль. Вот на данный момент демонтировали клетку, восьмиугольник, да, но у них она есть, боксерский ринг, очень много места для таких занятий, да, по, как называем, ОФП, груши и так далее. Но это не все. Как без зала борьбы, пойдемте глянем. Вот ребята-дзюдоисты занимаются. Хороший мат, удобный. Ну ладно, не будем мешать. Ну и как же без него, да, без тренажерного зала? Глянем, он тут на самом деле необычный, 1200 квадратов. И знаете, он такой не про красивые тренажеры, да, а больше про вот прям качалку. Сейчас мы сами все увидим. Барчик. Ну и вот посмотрите, количество тренажеров просто дикое. Ну, наверное, нет смысла считать количество тренажеров, оно здесь просто огромное. Это больше, знаете, для тех ребят, которые подкачивают не только там свое тело, но и свою выносливость. Здесь можно заниматься кроссфитом, причем делать это не так просто, я вам хочу сказать. Но сам факт того, что... Умер. Вот же скач. Короче, не делайте то, что не умеете. В этом зале еще есть такая фишка. Девочки занимаются отдельно, мальчики отдельно. Вот этот зал, где-то 500 квадратных метров, только для девочек. Есть очень классная услуга, родители, пока их дети занимаются, могут поиграть в бильярд. Ужасный удар, конечно. Вот барчик, вот тут сидишь и смотришь, что происходит с твоим ребятенком. Кто его ударил, упал ли он в нокаут, жив ли он или надо бежать вниз. Итак, с нами Рустам, генеральный директор спортивного клуба Strong. Приветствую. Да, приветствую. Рустам, слушай, ну у нас канал про бизнес. Расскажи, пожалуйста, как давно вы открыли вот этот спортзал и сколько вы на тот момент инвестировали сюда? Мы открылись в 2007 году. Официально открылись мы. Вот, начали мы его строить с 2002 года. Здесь все вот посносили, дома скупили, землю взяли, вот, и все с нуля мы здесь все это построили. Но денег инвестировано, если честно, то мы до сих пор вкладываем. Вот, поэтому, ну, на мой взгляд, ну, наверное, 4 миллиона точно потратили мы. А что с окупаемостью? Сколько вообще это все дело? Если честно, у нас намерений не было на нем зарабатывать. Вот даже изначально, так? Да, у нас не было намерений. Мы одни из первых, которые вообще в городе таким большим спорткомплексом открылись. Больше 1000 мастеров спорта мы здесь подготовили. Это просто так вот. Здесь вот больше 100 международных мастеров спорта подготовили. По какому виду спорта? Направления вообще разные у нас. У нас ММА вот сейчас очень сильно прогрессирует. У нас боксеры очень сильные есть. У нас тэквондисты есть, чемпионы мира по тэквондо есть. У нас
чемпионы мира по ММА есть. Вот, у нас есть призеры чемпионы Азии по дзюдо. Очень много мировых рекордсменов по пауэрлифтингу. Это я сам лично работаю с этой командой, это мое хобби. Вот, веду сборную команду. Сколько стоит вот прийти и купить абонемент? Ну, детский абонемент у меня 1500 сомов стоит. Это сколько раз? 12 раз в месяц. Стоит Ну вот абонемент. смотрите, если вы пришли группой, 1800 сомов. Ну вот корпоративно, да, такое скажем. Абонемент 1800 сомов. Студентам 1800 сомов. Вот, самый дорогой абонемент, который у меня здесь, он стоит 2200 сом. День тренажерный зал 500 человек пропускает запросто. А сколько здесь тысяч квадратных метров? То есть Чуть я вот- больше 5000. С 7 по 12-13 год мы здесь фактически работали в городе одни. Вот в таком направлении. У нас здесь зал аж задыхался. Настолько было много людей, что зал задыхался. Вот. Слава богу, открылись вот много клубов. Кстати, инвалиды у меня тоже занимаются бесплатно. Наверное, у единственного в городе приходит инвалид, человек там, с ДЦП, с какими-то дауны приходит, да, и занимаются бесплатно. И да, мы зарабатываем. Да, то, что мы зарабатываем, мы возим спортсменов. Я не могу вам сказать, окупаемо, но, наверное, окупаем. Я же говорю, с какими намерениями. Вот у нас деньги собираются, мы там 100-200 тысяч сомов собрали. Я говорю, блин, спортсмены готовы ехать на соревнования. Мы команду берем, везем на чемпионат мира. Почему нет? Какие есть проблемы вот у вас, как у руководителя вот такого большого клуба, вот что не так вот просто, как хотелось бы? Может, с налогами какая-то? Проблем много. Если честно, проблем много. Ну, топ-3 давайте. Давайте так скажем. Смотрите, чтобы содержать вот такой комплекс в чистоте, в порядке, в целостности и в продуктивности, чтобы использовали этот спортивный комплекс максимально, вот, нужно очень много вложений. Еженедельные вложения, потому что еженедельно что-то у нас везде ломается, надо что-то поправлять, ремонт. Во-первых, это очень дорогостоящий ремонт. Но это не такая проблема, как, на мой взгляд, вот, я очень сильно ощущаю проблему с электроэнергией. Ну, невероятно. Прям мы очень много денег тратим вот в эту электроэнергию. Причем мы даже обращались и нас просто проигнорировали, чтобы нам какую-то скидку сделали. Что хочется? Платить за электроэнергию мы в состоянии, но хочется саккумулировать деньги и вот какую-то сборную по дзюдо, сборную по ММА вывести, чтобы выступили ребята, чтобы Кыргызстан медали привезли, чтобы там флаг поднимали, гимн. Это же есть патриотизм. Ну, у вас тариф коммерческий, да? Да, у нас, да, ну 50, 2,53, 2,54 выходит, да, поэтому Понятно. тариф такой. А Вот. что с налогами? Вы НДС платите? НДС мы не платим, мы не плательщики НДС, мы не перешагиваем порог. Вот, за счет того, что вот у нас цены дешевые, и как бы мы не переходим НДС. Порог 8 миллионов сом в год. Да, мы не переходим этого, поэтому потихонечку работаем. Поздравляю вас с Да, таким спасибо крутым большое. социальным проектом. Я надеюсь, у вас все будет хорошо дальше. Да, дай бог, все будет нормально. Спасибо большое, хорошо, что приехали. Спасибо, Всех- счастливо. Подводя итог, да, спортзал Стронг — это необычный зал, как вы видите, его коммерческим нельзя назвать. Вот. Из плюсов давайте, да. Огромные площади позволяют предлагать огромное количество услуг. Можно и боксом заняться, и дзюдо, и борьбой, и подкачаться, причем отдельно от мужчин или от девушек, неважно. И довольно умеренные, если не сказать крайне дешевые цены на посещение спортзала. Это, конечно же, большие плюсы. Что лично, чего мне не хватило, это, конечно, бассейна. Вот, и внутри такое ощущение, знаете, прям такой качалки. Но кому-то это нравится. Теперь мы приехали в самый молодой спортклуб «Досмея». Он находится, на самом деле, он так скрыт от людских глаз, находится внутри ресторанного комплекса «Досмея». Все логично, да. Давайте посмотрим, что у них внутри. Видите, здесь уже вот такой вот классный холл. Видно, что здесь уже совсем другая концепция. Что удобно, мне понравилось, сразу при входе есть барчик, где можно там утолить свою жажду. И еще одна маленькая фишка, мне лично очень понравилась, это детский клуб. Да, вот вы пришли потренироваться, но у вас ребенок, не с кем его оставить. Памс, пожалуйста. Вот там маленьких, тут какой-то обучающий класс.
Можно отдать их на какую-то растяжку, балет, танцы. В общем, очень удобно. Вот мы находимся в спортзале. Он на самом деле очень большой, современные тренажеры, классное ковровое покрытие. Ну, что сказать, видно то, что вложили сюда нормально. Есть все и для кроссфита, и для силовых каких-то тренировок, и кардиозона тоже довольно большая. Кстати, интересно то, что кардиозона, кстати, вот сама дорожечка, сама кардиозона, она с таким классным видом лично для меня, потому что вот бежишь, тренируешься и смотришь на бассейн. Мне кажется, это классно. Вот эта вот сетка, она на телевизоре выглядит гораздо мягче. По факту это просто жесть вообще. То есть к ней прижаться это прям очень больно. Ну, бассейн классный, что? Температура, ну, для меня чуть-чуть тепленькая, но в целом вода, вот прям реально не отдает спорту, это очень приятно. Есть бассейн для грудничков, можно обучить их плаванию. Это хороший, конечно, услуга. Ну, очень светло, просторно, приятный бассейн, что сказать. После того, что со мной сделали в октагоне, дабы не позорить честь нашей олимпийской сборной по борьбе, которая впервые в истории привезла 3 медали, я решил снять эту футболку и одеть что-то более радостное. Итак, с нами Турузбек Байке, это основатель, президент группы компаний Досмия. Байке, салам алейкум. Салам алейкум. Спасибо, что выделили нам время. Скажите, Байке, сколько инвестировали вот в строительство данного комплекса? Да. Этот проект, честно говоря, очень дорогой проект. Мы видим. Да, видели, да. Это где-то 6,5 миллионов долларов. Проект Огромные стоит, да. вложения. И то, учитывая то, что в основном вся помещение готовые, как бы помещение было же, все-таки здесь база была, на готовой базе как бы произошла реконструкция, и тут так, вложение было бы гораздо больше. То есть это сумма без основного строения, да? Да, да. Которое вы реконструировали? Да, да. Очень круто. А когда открылись Байке? Это в ноябре 2019 года. Прям перед пандемией практически. Да, вот, именно перед пандемией. Как вы выжили вообще? Как вы прошли этот тяжелый период? И эта пандемия, конечно, повлияла на всех буквально предпринимателей Кыргызстана, в том числе нас коснулась, конечно. Как только открылись, на тебе в марте месяце обратно закрывают, причем дважды, на длительный период, конечно. Скажите, сейчас у вас сколько примерно абонентов и какая в среднем у вас политика по стоимости годового абонемента? Значит, где-то около 500 человек, членов клуба. Годовой А абонемент. годовой, ну, это рынок диктует, знаете, вот мы выше не можем диктовать наши цены, потому что есть наши друзья, которые такие же подобные фитнес-клубы там. Поэтому мы почти на равных. Где-то 70-90 тысяч сом в год, Видите, да? да, вот так. Такой период. Да. Понятно. Да. Как вы вообще думаете, ну, оцениваете, когда этот проект окупится? Ну, по нашему расчету, по нашему проекту, где-то в течение 5 лет мы должны рассчитаться с банком. Надеемся, что окупит вложенные инвестиции вот, в течение 5 лет. То есть 2 года до этого плюс 5, где-то 7-8 лет окупаемость. Да, 7-8 лет, да. Скажите, Байке, а есть какие-то у вас сложности, вы рассказали, которые вы преодолели, а какие есть сложности в этой индустрии и сфере сейчас? Ну, мне кажется, ничего не мешает. Конечно, трудности есть, но тем не менее сегодня народ понял, что это именно спорт. Благодаря спорту человек может
быть себя, чувствовать здоровым, вести здоровый образ жизни. Вот. Поэтому перспектива вообще фитнес-клуба – это хорошая. Отлично. Скажите, байки, а вы плательщики НДС? Как бы вот вся эта сфера, да, индустрии. Конечно, конечно. А как вы думаете, вот если бы там государство убрало бы, да, этот налог с вашего бизнеса? Ну, это то- мечта. Мечта? Каждого предпринимателя, да, конечно. Ну, было Тем бы более, классно. имея на шее такие огромные инвестиции, вот банковские, понимаете, это было бы вот огромная поддержка. Но однако, конечно, это социальный проект. Ну, тем не менее, ну, наверное, придет время, наверное, вот, да. Ну, было бы классно, вот я считаю, да. А сейчас пандемия, тем более это показала, здоровая нация – это, в принципе, экономия средств для государства, да? Да, А абсолютно именно правда. вы ее оздоравливаете, если у вас просто убрать НДС, возможно, в последующем они будут меньше тратить на здравоохранение. Ну, правильно, абсолютно правда, да. Ну, мечтать не вредно. Будем мечтать, скорее всего, это Ну, получится. кто знает, да. кто знает. Я не могу не затронуть любимый мой аспект – это бассейн. Мне он очень понравился, и вода мне показалась там какой-то такой необычной. Да, вода артезианская, у нас собственная скважина. И причем самая глубинная вода в Кыргызстане, 218 метров глубина. Знаете, чем глубже, земля сама фильтр живет. Поэтому вода очень чистая. Вода мы сами вот и в бассейне, душ, везде сами пьем. Анализы великолепные, кстати, вот нашей воды. Байке, вам большое спасибо за время, Пожалуйста, за пожалуйста. информацию. Желаем вам удачи. Я уверен, такой клуб, он будет только развиваться. Спасибо, спасибо. Удачи вам, вашему каналу, кстати, вот молодцы. Я вижу, ребята очень такие творческие, интересные ребята, молодые люди. Ну, вы слышали, да, какие инвестиции? Так вот, это то, что мы видели, это не самое главное. Лично для меня всегда технические подсобные помещения играют большую роль. Неспроста мы сюда спустились. Во-первых, посмотрите, вот эта огромная установка, это воздухоосушитель. То есть без него в бассейне будет очень влажно. Стоит, как вы понимаете, сами недешево. Пойдемте сюда. Вот здесь вот мы видели на крышах солнечные батареи. Они нагревают воду, и в этих баках содержится где-то 12 тонн горячей воды. При помощи нее и отапливается здание. То есть очень все экологично. Ну и, конечно же, посмотрите, здесь насосная. Все это стоит огромных денег, и без этого нет смысла там ставить красивые тренажеры, делать хороший ремонт. Вот это придает максимальный комфорт. Но это еще не все. Хорошие бассейны современные сейчас, они такие переливающиеся. То есть с краев вода уходит вниз, попадает вот через эти трубы в 3 фильтра огромных. Вот они стоят передо мной. Вода там очищается, дальше идет, и в нее добавляется химия. Пойдемте посмотрим. Здесь компьютером все управляется, pH и так далее. То есть все в нужных пропорциях добавляется при помощи компьютера. Потом вода поднимается с низа бассейна, со дна. Вот, и таким образом как бы отработанная снова вверх поднимается и переливается. И происходит вот эта вот постоянная циркуляция, за счет чего получается чистая вода в бассейне. Да, это необычный спортклуб, здесь очень ответственно относятся к экологии. Вот посмотрите, у них есть солнечные батареи, помимо этого специальные батареи, которые нагревают воду. За счет этого они хорошо экономят на электричестве. Что хочется сказать в заключение? Ну, конечно, больше положительного. Во-первых, новый клуб, все прям такое чистенькое, яркое. Один, наверное, самый большой из тех, что мы будем сегодня снимать, 5500 квадратных метров. Понравился, конечно, бассейн, ну, как бы это просто мне нравится. Вот, чуть-чуть теплая вода для меня, для тренировок скоростных будет не так легко. Вот, из таких вот моментов, которые мне не хватило, ну, наверное, локация, да, то есть вот здесь рядом очень мало живет людей. В связи с этим раскачать этот клуб будет не так быстро и не так легко, как другие, но, тем не менее, я уверен, что у него очень хорошее будущее.
Ну, мы с вами приехали теперь в другой фитнес-зал, называется он Change. Прикольный зал, сейчас мы его сами затестим. Что хочется сказать, открылся он в 2017 году, но это единственный клуб, который решил поменять локацию, и уже в 2019 они открылись вот здесь. Ну, в общем, если вдруг вы заблудились, здесь есть вот такая навигация, можно покушать. Пойдемте глянем, какой у них зал. Вот это зона свободных весов. Ну, вообще, как я уже говорил, все классно. Есть два зала. Студия Сайкла. Гляньте, мне что понравилось, у них там прям как на дискотеке лазерное шоу, дым, пар. Сам зал небольшой, уютный, домашний. Здесь все вот так вот близко, скомпоновано. Но, тем не менее, довольно эргономично, дышится довольно легко. Много разных тренажеров, есть практически все, что нужно для того, чтобы привести себя в отличную форму. В этом зале, что прикольно, есть свои правила, но они, в принципе, такие не писанные, но здесь их написали. Но помимо правил, здесь есть еще и этикет, и вот тут правила прям вообще классные, будь культурным. Это прикольно, на самом деле этого во многих залах не хватает. Очень прикольное есть приложение Change Fitness. Здесь есть твоя история, когда ты пришел, какие тренировки были. Можно выбрать тренера. Вот, пожалуйста, да, там инструктор йоги. Тут про него вся информация, его инстаграм. Очень удобно. Мне еще что понравилось, вот здесь вот у Урмата, между прочим, задолженность 2250 сом. В чем фишка? Фишка в том, что можно кушать, использовать какие-то услуги, а потом через недельку или в конце месяца оплатить. Это очень удобно. Мы в гостях у Урмата Насыркулова, основателя Change Fitness. Саламчик. Алейкум салам. Спасибо, что приехали. Добро пожаловать в Change Fitness. Спасибо. Слушай, ну у нас контент такой больше про бизнес, да, поэтому спрошу у тебя такие вопросы по цифрам. Открылись вы в 2017 году, да, уже? Но переехали в 2019 сюда. Вот ваш переезд, сколько вы инвестировали вообще в этот клуб? Ну, изначально проектная стоимость мы рассчитали на 350 тысяч долларов. Вот, открылись в бизнес-центре Victory. Так как там квадратура была не совсем большая, около 500-600 квадратов, нам через какое-то время этого стало мало. В том же квартале мы нашли вот это помещение. Здесь строится жилой комплекс на 400 квартир. И мы посчитали, что вот это помещение будет, ну, как бы подходит под наши запросы. Сколько здесь квадратов? Здесь 1400 квадратных метров вместе с бассейном, но бассейн достраивается. Окей, и сколько сюда еще инвестировали? Ну, сюда дополнительно инвестировали порядка 200 тысяч долларов, то есть уже проектная стоимость больше $500 000 долларов. Слушай, ну, по-моему, из всех наших залов у вас самый такой по инвестициям экономичный. Да, у нас мы открыто говорим, что у нас фитнес-клуб бизнес-класса, не премиум, но тем не менее здесь первоклассный сервис, топовое оборудование компании Техноджим. А что вообще с окупаемостью? То есть инвестиции, ну, там, не миллионные, вы как быстро ожидаете окупить данные вложения? В планах окупить это в течение до 5 лет, но так как пандемия, потом всяческие политические какие-то волнения, это все вносит свои коррективы, да? Урмат, сколько сейчас у тебя абонентов, ну или спортсменов, клиентов? Максимально комфортная загрузка нашего клуба составляет 800 клиентов. В принципе, меньше, чем за год после переезда на эту локацию мы на эту отметку вышли. Вот. И теперь мы занимаемся расширением, скажем так, нашей линейки продуктов. Помимо предоставления каких-то фитнес-услуг, стараемся предоставить что-то новое помимо других фитнес-клубов. То есть, грубо говоря, вы уже зарабатываете не на объеме клиентов, да, а чтобы предоставлять им какие-то дополнительные услуги. Да, да. А сколько у вас стоит абонемент? Годовая карта стоит 55 тысяч сомов в год.
полугодовая стоит 33 тысячи сумма. Если это разделить на 12 месяцев, а скоро у нас появится и такая рассрочка, то это выходит в размере 5000 сом в месяц. Ну что, удачи вам в этом. Пускай ваша спасибо сеть вам. растет. Мне понравилось. Приходите к нам, укрепляйте свое здоровье, становитесь успешными, здоровыми, счастливыми. Ну, что хочется сказать, да, из плюсов. Это, конечно же, концепция самого фитнес-зала. Она соответствует локации, мне она очень понравилась. Все так уютно, скомпоновано, повторюсь, 1400 квадратных метров. Очень интересно подходит к сервису. Мне понравилось вот это приложение, о котором говорил Урмат. Ну и в целом здесь довольно комфортно заниматься, дышится легко. Это очень важно. А из того, что мне не хватило, ну, конечно же, не хватило бассейна. Вот, но говорят, что в последующем его достроят. Ну, насколько я знаю, это будет не 25 метров. И что еще? Это чуть-чуть как бы такие сложности были с паркингом, потому что мы уже довольно близко к центру. Вот, ну и здесь, конечно, есть свои нюансы. А в целом очень классный зал, мне понравился. Я думаю, что это один из таких самых быстро окупаемых проектов. Теперь мы приехали в спортклуб Карван. И здесь, конечно, все классно, но вот это вот мне больше всего радует, ребята. Триатлон. Здесь можно покушать, в принципе, подождать своего ребенка после секции. А вот здесь отдел продаж. Заберут вашу денежку. Здесь самый просторный тренажерный зал. Высота потолков, наверное, метров 6-7, если не больше. Дышится вообще отлично, очень много дневного света, офигенный телек вообще, там ринг. Ну, мне здесь очень нравится, вот именно, наверное, тренажерный зал, это здесь прям очень и очень удобно. Но это не все, здесь есть еще и очень хороший бассейн. Пойдемте прыгнем в него. Вообще Карван — это мой первый бассейн, и раньше он был открытый. Вот. Но и сейчас, когда его закрыли, он стал, конечно же, просто офигенный. Здесь есть маленький бассейн для детей, вот. Но в этом бассейне, что мне нравится, здесь классная температура, она прям для спорта. То есть вот так постоишь, замерзнешь, а будешь плыть по минуты 30, будет в самый раз. Бассейн, тренажерный зал, все это мы уже видели. Здесь есть супер крутая фишка еще, это теннисный корт. Крытый, со специальным покрытием, все как положено. Пойдемте посмотрим. Воу. Так, ну... Короче, теннис — это очень красиво и интересно. Вот прямо здесь можно поиграть, причем в любое время года. Конечно же, есть залы для групповых программ, их тут целых два. Вот маленький, ну и, собственно, большой. Здесь студия сайкла и маты для единоборств. Классная фишка этого фитнес-зала, то что здесь, несмотря на то, что довольно близко к центру, с паркингом все в порядке. Этот клуб в этом году справляет свое 22-летие. И это один из старейших вообще, ну, наверное, будет даже правильно сказать, первый фитнес-клуб в Бишкеке. В 2014 году он получил второе дыхание, сделали большую реконструкцию, закрыли бассейн, он был открытым, и вложили порядка 4 миллионов долларов. На сегодняшний день здесь порядка 1000 членов. И абонемент, стоимость варьируется, ну, есть детский, месячный, да, там в районе 13 тысяч, есть вообще VIP 180 тысяч за год, ну, есть как бы что-то среднее, да,
думаю, правильно будет сказать, порядка 100 тысяч сом стоит здесь абонемент в год. Ну, сложно быть объективным, конечно, мне вот с этим клубом, потому что первый бассейн в городе, который я начал посещать, был именно здесь. Вот, но я постараюсь. Из плюсов, да, конечно же, тренажерный зал, он такой большой, вот этот телевизор, там, ну, в принципе, хочется работать, да. А для любителей тенниса это вообще единственный вариант, который возможен. Вот. Ну и сам бассейн, он такой просто очень действительно комфортный. В нем такая спортивная температура. И я не стал показывать, точно такая же, ну не такая же, а тоже имеется система очистки, фильтрации, высушивания воздуха и так далее. То есть там очень комфортно заниматься спортом. Из того, чего мне лично не хватает, ну, наверное, да все хорошо. Чё? Внутри очень просторное, уютное фойе. Мальчики налево, девочки направо. Здесь у каждого тренажера есть маленький телевизор, на нем показывается, как нужно выполнять упражнения. Но это не все, идемте сюда. Тут есть штучка для чипа, ты записываешь свои упражнения, но это не самое главное. Посмотрите сейчас поближе к экрану. Вот мы начали упражнение и видите, шарик лазит. Опа, нужно попадать вот в эту дорожку с зеленым шариком. И таким образом, типа, правильно выполнять упражнения. Вот делаешь там, показывает сколько килограмм, сколько повторов, серий. Ну, допустим, сделаем 10 повторов. Если я вот тут задержу, он, видите, красным станет. На этом, допустим, прекратили. И он понимает и говорит мне, сколько нужно подождать. Вот ровно минуту. Минута пройдет, и он меня снова пригласит. Вообще космос. Так, бегать на этом беговом тренажере просто одно удовольствие. Это верхняя линейка техноджима. Artis, по-моему, называется. В общем, если обычная беговая дорожка стоит там 5-6 тысяч долларов, то вот это 21 тысячу евро. И, конечно, бежишь прям как будто по какой-то подушечке, но тем не менее довольно жестко. Самая главная фишка то, что здесь максимальную скорость можно установить 24 км в час. И я вот сейчас хочу это проверить. Блин, надеюсь, останусь целым. Че, погнали? Короче, надо взлететь. Ужас. Это реально так, но я так не бегаю. Это, наверное, только для Усейн Болта эта функция. Жесть. Тренажерный зал очень просторный, высокие потолки, комфортная температура, масса тренажеров. Можно сделать все, что угодно, растянуться, накачаться, подтянуть кардио. В общем, место вообще прям топчик. И каждый тренажер, такое ощущение, что он только-только из фабрики. Все как будто стерильное, вообще супер чистота. Традиционные залы групповых программ, антигравити, йога, сайкл студия, ну и, конечно же, зал единоборств. Про систему очистки я уже рассказывал, но вот эту систему надо еще раз показать, потому что она еще более какая-то замороченная. В общем, там есть специальный маленький бассейн, в нем вода хлорируется, после этого поступает, вот по этой трубе попадает вот в такой миксер. Мне сказали, что чуть ли не до молекул там все разбивают, после чего идут вот в эти 3 фильтра больших, синеньких, но на этом они не успокоились, пошли дальше, пропустили воду через вот эти ионизаторы. Я думал, ну все, конец очистки. Нет, опять, короче, вода идет вот сюда, опять ее дробят на молекулы, и только после этого она попадает туда, в основной бассейн.
Поскольку хлорируют в начале, то в конце уже вода абсолютно не пахнет хлоркой. Естественно, здесь также присутствуют вот эти специальные реагенты, или как там их, которые добавляют для чистки, тоже компьютер. Отдельно хочу тоже заметить, здесь чисто вообще, просто идеально. Ну, басик вообще отличный, просто идеальный. Здесь раз, два, три, четыре, пять, 6 дорожек. Ни в одном спортзале столько нету. Вот. Он очень просторный, легко дышится, хорошая температура, спортивная. Ну, что еще нужно для тренировок? Я чуть поправлю, 6 дорожек есть и в Карване, но здесь 25 на 12,5 метров, то есть самый широкий бассейн. Это малый олимпийский стандарт, то есть тут можно проводить соревнования. Познакомьтесь, директор клуба «Авангард» Фуркат, приветствую. Приветствую. Спасибо, что пригласил нас. Слушай, ну у меня море вопросов, обычно начинаю с цифр, но в вашем клубе начну с другого. Почему здесь так чисто, как будто в хирургическом кабинете? Что здесь творится вообще? Здесь просто какая-то идеальная чистота. Основной концепцией вообще клуба это является сервис, и неотъемлемой частью сервиса является чистота. Мы уделяем большое внимание, у нас днем и ночью работают специальные люди, которые пытаются держать чистоту и порядок. Причем клуб работает не 2 дня, сколько уже? А клуб работает 2,5 года. Круто. Ну что, давай перейдем к цифрам. Сколько инвестировали во все это? Потому что, ну, то, что я видел в тренажерном зале и вообще весь этот камень, Ну, на оборудование и на все, что видно вокруг, скажем, без учета здания, ну, около 3 миллионов. это без самого помещения, это ремонт, оборудование Да, и так далее. ремонт, оборудование, да. Круто. Сколько у вас сейчас клиентов? Если с учетом детей брать, ну, около 1000 человек на месяц. То есть вот этот маленький бассейн грудничковый у вас приносит вот такие вот объемы, 250 грудничков? Ну, да. У нас почти 7 инструкторов работает, да не 7, 8 инструкторов работает в бассейне с определенной периодичностью. Ребенка лучше отдать на плавание в столь раннем возрасте, не потому что он прям завтра будет плавать, а что ребенок будет здоров, что ребенок, у него правильно будут расти мышцы, то есть у него хороший сон, у него классный аппетит. Воды не будет бояться. Воды не будет бояться. Эластичность мышц, что самое важное. Вот. А сколько стоит для грудничка у вас месячный абонемент? Для грудничка у нас идет персональные занятия. Да, у нас 10 тренировок стоит около 12 тысяч. 12 тысяч сом, 10 то есть, тренировок. Да, Понятно. очень в рынке, скажем, цена, да. А абонемент годовой сколько стоит? Есть разные тарифы, начиная там от полугодовой карты, заканчивая годовой. Вот годовая тоже у нас делится там на несколько видов. Есть дневная карта. Тарифы, эта карта стоит 80 тысяч в год. Ага. А многих эта цифра на самом деле пугает, они думают, 80 тысяч, это что за цифра такая ненормальная? А потом, когда начинаешь делить его там, 365 дней, там цена получается около 150 сомов одно посещение. Сколько стоит 100 абонемент? тысяч. 100 тысяч. Ну, Но, раньше к не сожалению, на него вот последние 4 месяца мы закрыли продажу. стоит. Серьезно? Да. Первый клуб, который просто не продает эти абонементы. Почему? Ну, мы считаем, что на нашу квадратуру количество клубных карт, которые мы продали, абсолютно достаточно. А сколько у вас квадратура вашего комплекса? Чуть более 2200 квадратов. Вот с момента запуска по вашему бизнес-плану вы как быстро должны были окупиться? Это, Чингис, это очень длинный бизнес.
Ну, я понимаю, я да, хочу, чтобы и люди это да, поняли, что это не так просто. Спортивный комплекс, спортивные клубы, вот, ну, скажем, такого комплексного уровня, где есть все, это очень длинные деньги. Я думаю, что там окупаемость 7-10 лет, это в идеальном варианте. Как вообще дела обстоят вот с этими персональными тренировками? Мне лично всегда было интересно. Вот там платишь 1000 сом за персоналку. Как она дальше режется? Сколько клубу остается? Сколько вот самому тренеру? Ну, вообще стандартная схема работы с инструкторами ну, идет где-то 70/30, может быть 65/35 в пользу заведения. Круто. Конечно, Сколько да. персоналок в месяц примерно? Ну, в хорошее время, давай так возьмем. Ну, в хорошее время у инструктора должно быть В целом по клубу. в целом по клубу где-то от 70 до 100 персональных занятий. Они должны делать это как минимум, чтобы, ну, как бы... Понятно. Ну что, вам удачи. Спасибо. Классный клуб, мне понравился. Спасибо. Очень чисто. Благодарю. Счастливо. Благодарю огромное за оценку. Спасибо. Что хочется сказать про этот спортзал? Ну, из плюсов, конечно же, чистота. Ребят, такой чистоты нету даже в отелях, поверьте мне. Тренажерный зал. Ну, тренироваться просто одно удовольствие. Бассейн тоже отлично. С паркингом вообще нет проблем. И локация хорошая. Вообще сложно придраться к этому объекту. С точки зрения окупаемости, да, это явно долгий процесс, и здесь следят за сервисом, поэтому не хотят продавать больше, чем надо этих карточек. Вот. Ну, это и к лучшему. Из того, что лично мне не хватило, здесь прям вот, ну, хочется ходить такой с выпрямленной спиной, с укладкой. Прям все очень так чинно и серьезно, да, нету вот этого такого драйва, что ли. Но, тем не менее, очень комфортно заниматься. Классный зал. Final Destination, наконец-таки мы приехали в World Class. Но прежде чем я начну рассказывать про этот спортклуб, обратите внимание, сзади меня стоит жилой дом. И это наталкивает на определенные мысли. Смотрите, World Class, Авангард, Карван, везде хозяева построили рядом жилые дома. То есть спортклуб, да, это бизнес, да, он окупается, но на самом деле одна из главных его задач – это помочь продать квартиры в жилом доме. Мгновенно повышается спрос. Судите сами. Ну вот мы и пришли в World Class. Короче, вот сюда направо это спорт, а если пойдешь налево, это больше уже сопутствующие услуги. Можно покушать, оставить ребенка и зайти в спа. После того, как вы потренировались, здесь можно в этом вот спа-комплексе сделать супер процедуру с лицом. В общем, как Дженнифер Лопес, раз, привести все в порядок, подстричь ноготочки. После этого, вот, пожалуйста, на лице вам тут все сделают. Ну, конечно же, потом нужно подстричься, сделать укладку. Вот там вот визажист вас накрасит. Ну, самое главное, здесь есть, конечно же, массажные кабинеты. Вообще массажный кабинет есть везде, но именно здесь их аж 3. И есть куча разных процедур, которые действительно хорошо устанавливают. Вот мы находимся в спортзале, здесь полно разных тренажеров. Теперь после Авангарда я понимаю то, что эти тренажеры не самые топовые, но тем не менее они очень даже хорошие. Более того, я хочу сказать, лучше враг хорошего. Ну, конечно же, ринг, куда без него. Дальше мы уже, в принципе, приходим в ту самую кардиозону, где все люди бегают. Ну вот, собственно, и весь зал. В Досмие потратили деньги на какие-то солнечные батареи, а в World Class все просто. Вот, пожалуйста, члены клуба вырабатывают здесь электроэнергию. Это входит в абонемент. Ну, как видите, бассейн хороший.
вот, выдержал Байкал, это уже хороший показатель. Здесь всего 4 дорожки, но тем не менее вода чистая, температура довольно комфортная для спортивного плавания. Бассейн как бассейн. Мы в гостях у Байкала, управляющий ворд-класса. Салам. Привет. Мы типа друг друга не знаем. Да-да-да. Вот именно так сейчас должен снимать. Хорошо. Отлично. Ну, в общем, я сейчас буду тебя раскручивать на цифры. Ты готов, да? Да. Сколько квадратных метров занимает ворд-класс? 3250 квадратных метров. Нормально. Сколько инвестировали в обустройство и ремонт? Ну, не считая постройки самого здания, где-то чуть больше 2 миллионов долларов. Ничего себе. А открылись в В 2017 году, 28 мая, да. За это время уже окупились? Инвестиции в, скажем так, от протектор 2 миллиона долларов, который говорил, да, уже практически окупились. Ну, круто. Отличный кейс. Ну вот, чего мне хочется именно у тебя спросить, это все-таки World-класс, это международная сетка. Какие там вообще вот условия? Нужно очень много денег разом заплатить, постоянно делиться каким-то объемом дохода. В чем, как бы, вы же явно должны платить за этот бренд. Ну да, естественно, мы платим, то есть есть какая-то фиксированная ставка, которую мы оплачиваем, скажем так, в год, плюс есть процент, который мы выплачиваем с каждой, скажем так, с каждой продажи, которая проходит на территории клуба World-класс. Ничего себе. И А какой процент? 2% у нас. 2% с вала вы Да, отдаете с вала, в Москву. да. Офигеть. Плюс есть еще как бы там фиксированная стоимость, которую, ну вот в течение года, которую я, к сожалению, не могу распространять, Да? согласно Понятно. условиям. Проект, скажем так, полностью утверждается Москвой, как бы и создается Москвой, там, вплоть до того, что там, не знаю, там, какой болтик где будет прикручен, из каких материалов и я не знаю, какой проводок где должен пройти. То есть полностью все как бы, то есть утверждается. Ну, без этого это условие франшизы, как бы пока-то этого не, скажем так, не утвердим. К сожалению, как бы они не могут дать использовать свой бренд. Они очень дорожат им, поэтому как бы, ну, Ну, скажем я так, понял. да. В общем, не все так просто. Вот взять и построить, прилепить бренд Нет. нельзя. Именно с этим у нас проблема, что вот, допустим, все говорят, почему второй клуб не открывается. К сожалению, у нас не получается как бы соблюсти стандарты ворд-класса и с теми помещениями, которые у нас имеются. Короче, ребят, строите жилой комплекс в центре города, предусмотрите место под World-класс, скажете, что они у вас там, и у вас квартиры очень быстро продадутся. Ну да, кстати, этот здешний кейс тоже это самое и показал. Да. Кстати, про этот кейс вас вообще с дороги не видно, вы тут закрыты со всех сторон. И тем не менее, сколько у тебя сейчас клиентов? Ну, средняя годовая численность где-то 1500 человек. Ну, При этом у тебя сколько стоит абонемент? абонемент, ну сейчас годовой стоит 85 тысяч. 85 тысяч. Слушай, прикольно. А что-то я переплатил. Да? Да. Ну, наверное, там какая-то акционная была. Короче, специальная акция для друзей. Покупаешь абонемент дороже. Это шикарно. Чингис просто умалчивает, что у него VIP абонемент, поэтому. Правда? Я думал, так у всех. Какие были трудности у вас вот за все это время? С чем столкнулись? Что было сложно вообще преодолеть? Ну, наверное, в самом начале было сложно преодолеть вот это вот сложившееся общественное мнение, что фитнес не может столько стоить. Точнее, даже не фитнес, а тренажерка. То есть все воспринимали тренажерки и говорили, такие деньги платить. Потом понятие годовой абонемент, то, что надо платить на год вперед, это тоже была как бы большая сложность. Ты сам тут работаешь, сам тренируешься. Вообще работа мечты. Да. Блин, вот еще гад сознался. Слушай, немалую доходную часть, наверное, составляет персоналки. Вы можете сказать примерно в месяц, сколько весь клуб генерит этих персональных занятий? Персоналки? Да. Да. Ну, у нас, если у нас есть много показателей, по которым я могу сказать, что персональные тренировки составляют 40% от дохода по членским взносам. Ничего себе. Есть такая цифра. Если интересно, у нас есть такой показатель, как вовлеченность. Это означает, какой процент людей занимается персонально. У нас Какой? этот показатель 27,2. 27%. Вот, сейчас, да. Вот мы вышли на него. Вообще, скажем так, прицел, куда мы идем, это 30%. Ну, чтобы 30% людей занимались персонально.
То есть в среднем тренер где-то 50 персоналов проводит, да? в Да, месяц? да, да. Ну, у нас показатель на тренера 62, по-моему, 62 персональные тренировки, по-моему. Но это мы еще не считаем секции, потому что секции они как не считаются персональными тренировками. Ну Это да. как бы такая секционная. Но это тоже, по сути, работа. То есть бассейн, допустим, у нас полностью на секциях живет. Но я думаю, в других клубах также. Ну что, спасибо. Хорошо, пожалуйста. Вот так вот выглядит World Class изнутри. Есть что ты хочешь добавить? Ну, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что хочу призвать всех как бы заниматься спортом, хочу, чтобы призвать всех бизнесменов, я знаю, что тебя очень много бизнесменов смотрят, чтобы вкладывались в спорт, потому что это все-таки благое дело, и ты даришь людям здоровье, и это очень важно в последнее время. И я думаю, что это, конечно, бизнес сложный, но не надо его бояться, надо как бы, чем больше мы будем развивать таких вот, скажем так, предприятий, тем больше народу у нас будет становиться здоровее. Круто. Что хочется сказать, да, про этот зал? Из того, что здесь не очень оптимально. Ну, во-первых, бассейн маловат, когда здесь много людей. Это, конечно, трэш, вот так вот, как кильки плаваешь. То же самое творится в спортзале, когда наступает вечер, будни, осень, там, зима, там реально приходится порой ждать своего снаряда. Но для кого-то это на самом деле и плюс. Вот в этом есть какая-то атмосфера, в этом кипише, в этом запахе пота, да. Ты чувствуешь, что здесь так, жизнь бурлит. Лично мне, поскольку здесь много триатлетов, вообще очень комфортно. Да, не самый лучший басик и тренажерный зал, но вот этот дух, он классный. Из плюсов также мне очень нравится то, что здесь можно нормально покушать, привести себя в порядок и дальше выехать по своим делам. Ну что, мы с вами раскрыли много интересных вещей из этой индустрии. Но если вы хотите заниматься реально спортом, не обязательно платить и ходить в какой-то зал. Посмотрите, главное желание заняться спортом может каждый. Деньги – это не главное. Конкурс. Каждый спортзал, в котором мы сегодня были, дал нам абонемент на 1 месяц. Чтобы участвовать в конкурсе, нужно, во-первых, подписаться на YouTube-канал, на мою Instagram-страницу, поставить лайк и в комментариях написать, каким спортом вы занимались или занимаетесь. Ну а результаты конкурса вы узнаете на следующей неделе в среду на моей Instagram-странице. Спасибо!